Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Сегодня мы решили поговорить очень щепетильную тему. Это туризм 2019 на фоне тех событий, которые произошли до этого. Это, скажем, урановая проблема. И вот на днях, как говорят у нас у киргизов, Бог даст, 18 мая открывается официальный турсезон, в частности на Иссык-Куле. Лето является наиболее таким туристическим сезоном, более открытым, потому что это способствует перемещению пассажиров, нет транспортных заторов, и это как бы играет на руку всем странам мира. И сегодня мы в гости пригласили нашего старого друга, весьма интересного человека, специалиста большого, который является не просто турбизнесменом, но является также большим экспертом по развитию экономики, по ее продвижению и, скажем так, ведет постоянный мониторинг тех реформ, которые происходят в экономическом плане. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, вообще туризм у нас в Кыргызстане приблизительно из каких частей или нескольких направлений состоит, зимний, летний и прочее такое? Вот. Общую картину, если можно. Ну, туризм у нас состоит, конечно, стандартно, да, из определенных видов туризма, которые так или иначе в определенной степени развиты на той или иной территории. Ну, если мы говорим о туризме, то у нас есть один такой немаловажный момент, как не совсем правильное понимание, что есть туризм как таковой. А у нас часто туризм называют отраслью. На самом деле туризм – это не отрасль, это целая сфера, которая в себя включает множество отраслей. И у этих отраслей есть определенные услуги, которыми в том числе и пользуются наши туристы, которые или приезжают из дальнего зарубежья, или наши внутренние туристы. И вот эта разница в понимании, она, так вот скажем, не совсем делает конкурентоспособным туризм в Кыргызстане. Почему? Потому что тратятся огромные ресурсы, финансовые ресурсы, административные ресурсы на туризм как отрасль, и совершенно не рассматривается туризм как сфера. Отсюда у нас вот тот уровень развития туризма в Кыргызстане, какой он есть. А то, что касается видов туризма, то у нас традиционно как бы сезон делится на летний и зимний. Летом у нас основной вид туризма – это, конечно, пляжный туризм, это наш Иссык-Куль, трекинг, по горам люди путешествуют, люди приезжают, посещают культурные места, изучают наше культурное наследие, быт нашего народа. Очень в последнее время летом очень много увлеклись этнотуризмом, джайлоу-туризмом. Ну, а в зимнее время традиционно это и альпинизм, и хелиски, и, конечно же, горнолыжный туризм. Вот я, Михаил, заметил, почему туризм с точки зрения здравого смысла очень нужен Кыргызстану. Я так заметил, что туризмом могут заниматься даже люди, не имеющие какого-то специального образования. Это могут быть даже бабушки, которые чего-то там придут, показывают и пытаются продать приезжим туристам. Потом я понял, что туризм, в принципе, как только заезжаешь на территорию Кыргызстана, вплоть до ледников на разных уровнях можно вести какую-то туристическую деятельность. Кто-то кемпинги строит, кто-то предоставляет трекинги, кто-то предоставляет просто там попить кумыс, да, лечебный туризм и все такое. И я так понял, что в принципе это достаточно такая обширная сфера, и она как бы это вполне доступна. Другое дело, как оно должно соответствовать мировым стандартам. Вы правильно поставили вопрос. У туризма есть дуальность понятия. Да? То есть туризм как деятельность по оказанию услуг туристам, а есть непосредственно сами путешествия. И то можно назвать туризмом. Вот вы сейчас акцентировали внимание очень правильно на как раз-таки деятельность, связанную с оказанием услуг туристам. Я хотел вот вас сделать акцент мне на вот этой занятости больше населения. У туризма очень много положительных эффектов в жизни общества. Так скажем. Почему, вот если
рассматривать всю экономику Кыргызской республики, да, и посмотреть, ну, хотя у нас и нет таксономии отраслей, ну, допустим, возьмите горнорудную отрасль, да, это фактически исчерпаемые ресурсы. Да? Да. То есть рано или поздно не заканчивается. Когда мы ее делаем, эту отрасль приоритетной, мы берем в долг у наших будущих поколений, да, потому что Да еще и ресурсы очень заканчиваются. А тяжелая индустрия. да, а туризм? Туризм – это возобновляемый источник. Да, понимаете, бесконечный. он бесконечный. То есть, это вот хорошая погода, солнце, снег, осадки там какие-то и так далее. Да? Удобство, да, сервис. Да. Там на пастбищах трава все равно вырастет. Да? То есть, люди будут там и кобыл держать, и мясо у нас всегда будет и так далее. То есть, туризм – это возобновляемый вид ресурс. экономики. Да, возобновляемый ресурс. У него есть еще положительный момент у туризма, на который очень редко обращают внимание. Туризм – это вот такая вещь, когда, например, не мы двигаем услугу к рынкам, а сам потребитель приезжает и потребляет различные наши услуги, в То том есть числе он и товары. заказывает. Да. Получается. Помните пример, да, когда вот раз закрыли границу, да, и наша продукция не выезжает за пределы Курдая. Да, блокада. А с туризмом все проще. То есть турист сам приезжает к нам и потребляет эту продукцию. То есть нам не нужно заморачиваться, да, там, решать вопросы там, на политическом уровне, да, там, межгосударственном уровне, да, там, доказывать, что это нехорошо, пальцем грозить, там, стыдить и так далее. Зачем? Развивайте туризм. И когда турист приедет сюда, он здесь сам будет у нас останавливаться в гостиницах, питаться, отдыхать, развлекаться, покупать сувениры и так далее, и так далее. И это его забота, что он с собой увезет за пределы Кыргызстана. Да? Ну, многие говорят, это экспорт услуг, да, так называемый. Да. Может быть, так оно и есть. Да? Но вот в чем приоритет нашей отрасли. Да? А если смотреть, конечно, по занятости населения, мы имеем уникальнейшие природно-климатические условия, да, имеем очень выгодное географическое расположение для развития туризма. Мы находимся ровно посередине между двумя крупнейшими рынками, где очень много представителей среднего класса. Это Европа, возьмите, и Юго-Восточная Азия. И туда к нам 5000 километров. Но если Юго-Восточная Азия летит, допустим, в Европу, это уже 11 тысяч километров. А мы ровно посередине. То есть и географически мы очень хорошо расположены. Да, и традиции шелкового пути. Естественно, это бренд, который сейчас очень актуален, да, и благодаря вот Китайской Народной Республике, да, это очень интересная тема, ну, это такой локомотив, который будет ехать вперед, и нам главное вот запрыгнуть в этот поезд, да, и ехать, потому что этот поезд идет в верном направлении, так скажем. А вот какие там возможности? Вот вы видите, просто вот есть такая глобальная стратегия Китая охватить мировой рынок, построить какие-то международные коммуникации, железнодорожные, авиационные, торговые, даже железнодорожные пути сообщения. И, как вы говорите, мы в самой середине, поэтому мы как бы вовремя должны успеть схватиться за какой-то вагон. Ну, да, мы должны, так скажем, во всей этой стратегии, да, у нас должно быть свое место, мы должны как страна однозначно участвовать во всех этих процессах, то есть отстраниться мы не можем, потому что, ну, это глобализм, пусть лучше глобализм по-китайски, так скажем, чем глобализм по-другому или вообще никакого глобализма, то есть мы не можем так находиться на карте мира, да, и быть вне этого мира. А вот в этой линии один пояс, один путь, великий шелковый путь и какой-то туристический отдельный какой-то аспект есть? Ну, то есть как проектный аспект? Вот в этих стратегиях? Вы знаете, у государства есть, конечно, определенные планы, да, то есть этот вопрос поднимается там на различных межправительственных встречах, межгосударственных встречах, да, есть какая-то определенная тема по инициативе Казахстана создания вот как раз-таки общего туристического кластера между странами Центральной Азии, там, вплоть до введения единой визы для удобства путешественникам, ну и так далее. Но это пока все планы, которые, так скажем, ну, во-первых, это не наши планы, нужно это четко сказать, да, это не планы Кыргызстана, да. И, к сожалению, есть такие факты, что мы подхватываем эту инициативу, абсолютно не вникнув, а в чем суть-то, да? Не хотелось бы, конечно, чтобы
попасть в какой-то проект, а потом оказаться в положении, когда мы работаем на чужую страну, на чужую экономику, да, развиваем что-то чужое, Да. а своем мы опять ничего не развиваем. Стали придаточным звеном. Да. Поэтому вот есть такая тема, да, актуальная. Михаил, вот мы с вами немножко поговорили о том, что какие у нас перспективы есть, возможности, как люди могут этим увлекаться, туризмом, что, в принципе, мы должны как бы сесть на этот постоянно возобновляемый источник экономики, и как бы гости сами приезжают и все просят, и мы им лишь оказываем услуги. Плюс мы посмотрели, что есть такие проекты, как Великий Шелковый путь, там «Один пояс, один путь», которые будут волей-неволей затрагивать нашу территорию, наше население, наши бизнес-проекты, бизнес-планы, мечты и все такое. Сейчас хотел бы немножко поговорить с вами о проблемах. Дело в том, что 18 мая на днях планируется официальное открытие Иссык-Кульского турсезона. Озерный бизнес, вы прекрасно понимаете, на чем он зиждется, как вы сами говорите, пляжный бизнес, рекреационный, плюс какие-то прогулки там по горам и снова в отеле. Но здесь появляются такие вещи, как урановый рудник, который вызывает нашу тревогу. Оно весьма произошло буквально на днях, скажем, максимум месяц назад. Этот скандал закончился тем, что президент вмешался и закрыл эту проблему. Но тем не менее, вот такие вещи, они сейчас не сорвут нам этот озерный бизнес. Не повлияют ли на наш мировой рейтинг в уране? Потому что западные люди, они более грамотные, они чувствительные. К слову, радиация относится очень трепетно. Вот ваше видение. К сожалению, это наша, наверное, традиционная ситуация, когда мы накануне летнего туристического сезона сами себе создаем проблемы. Эта проблема с ураном, она имеет такие корни, как абсолютно слабая координация экономики в целом, в том числе и туризма. Да, когда интересы одной отрасли начинают врываться вперед, да, и диктовать, как стране развиваться и так далее. Вот с ураном как раз-таки так и получилось. Никто в свое время не сопоставил урановую тему с туризмом, с общей ситуацией, с настроением, с местным населением. Никто не учел, да, международный опыт и так далее. И вот урановая тема, она была выставлена вперед, да, чем все остальное. А она действительно очень болезненная, эта тема. И дело в том, что мы находимся в такой конкурентной среде в вопросах туризма, что каждая вот мелочь, да, она может спровоцировать негатив о Кыргызстане в других странах. Традиционно в Казахстане пишут про Кыргызстан негатив. Да. Почему? Потому что им нужно развивать собственный туризм. Да? Иногда в российской и желтой прессе пишут отрицательные вещи про Кыргызстан. Почему? Потому что, по большому счету, им нужно развивать Крым, им нужно развивать Дальний Восток, им нужно развивать Алтай, там, Приморье и так далее. Да? У них там, помимо вот таких вот черных методов, как антипиар, да, допустим, других стран, у них там, конечно, есть очень грамотная государственная политика, которая позволяет развивать внутренний туризм и открываться более международному туризму. Мы здесь тоже мало конкурентоспособны. Да? То есть, есть такая функция в государственном управлении, как координация. Вот этой координации на сегодняшний день в государстве нету. То есть никто не смотрит межотраслевой баланс, так называемый, да, межрегиональный баланс, да, внутренний баланс и так далее. То есть нету экономического учета, да, там, что там, или уран действительно пусть добывают, да, или все-таки давайте административный ресурс действительно грамотно, продуманно пустим на развитие, допустим, того же туризма. Что других проблем нет на Иссык-Куле? Есть огромное количество там проблем, инфраструктурные проблемы, есть проблемы отношения населения с собственниками бизнеса, да, то есть, всему это есть логическое объяснение, конечно, так исторически сложилось, да, что мы находимся в той ситуации, в которой мы находимся. И что делать, и как делать, нужно менять. Нужно менять одну систему на другую. Министерство туризма или департамент туризма, он как бы имеет сегодня такой, скажем,
политический вес в экономике, когда они могут говорить о том, что мы приносим столько-то дохода, мы хотели бы, чтобы это было вот так, а не по-другому, чтобы не какая-то частный интерес какой-то ОСО, Уран-Азия оказалась впереди и начала раскопку урана, вместо того, чтобы накануне большого турсезона появилась такая проблема. Или вот наш департамент туризма, он ведет более пассивную позицию. Он не может диктовать. У него не хватает лобби, рычагов, влияния. Чего не хватает? Опять-таки, вот люди заняты абсолютно своей сферой, да, и они не интересуются, что происходит вокруг. У них вот ивенты там в голове, там мероприятия различные, выставки, там, событийный туризм Рутинные и так далее. вещи. Да. То есть они не смотрят по сторонам. То есть вот это плохо. То есть между госорганами, между отраслевыми министерствами нет связи, нет обмена информацией и нет общей Видение. координации, да, и аналитики по ситуации, что творится в какой отрасли, и как это между собой связано, и как это может повлиять на развитие ситуации в той или иной сфере. Этого нет. То есть тут дело не сколько в полномочиях, да, а сколько вот как раз-таки не работают государственные функции. Функции государственного управления стандартные, как координация. Еще один вопрос, на который я хотел бы с вами вот поговорить, это вот количество туристов. Я вот посмотрел некоторые стат-данные, и я вот взаимоотношения вот прошлого года, этого года, и называются разные цифры, почему-то удивительные. Кто-то говорит о том, что у нас приехало 3 миллиона туристов, было всего 6 миллионов посетителей иностранцев, из которых 3 миллиона были туристами. В справочных данных идет о том, что они были там 1 миллион 113 тысяч всего было именно туристов. Вот это вот как считается? Это те, которые купили путевки, отдыхали, они туристы, а те, которые просто без дикарем приехали, походили по горам, они не попали в этот реестр. И вообще 3 миллиона туристов мы сможем обслужить? Я вот иногда думаю, что если брать общее население Кыргызстана, скажем, 6 миллионов, из них миллион выехало, 5 осталось, из 5, скажем, половина дети да старики, которые, ну, в принципе, не смогут оказать никаких туруслуг, они просто дети и старики, то даже в этом случае 2,5 миллиона туристов, граждан, из которых, скажем, какая-то часть все равно имеет не туристический бизнес, и они не будут туризмом вообще заниматься. И вдруг 3 миллиона туристов мы встретить, там гостиничные возможности, какие-то другие возможности смогут? Вот вообще сколько мы можем осваивать? Статистику предоставляют как выгодную для ну, и в каких-то Своего целях. ведомства. Да. То есть нужно же оправдать свое существование в системе государственного управления. И иногда мы хватаемся за статистику, которую предоставляет погранслужба. А они предоставляют статистику пересечения границы любым человеком. Он въехал, через полчаса выехал транзитом. Скажем, с Курдая заехал, через Карабалту выехал. Так точно. Но он уже будет в статистике. Да, он уже будет в статистике. Наши вот трудовые мигранты, допустим, или на 10 дней челноки, приехал. Которые через границу носят, это же тоже все перемещение. Потом, ну, как считать туристов, да, там выездной туризм, не выездной туризм. То есть вот наши трудовые мигранты, которые не имеют российского гражданства, они туда-сюда ездят, да, они ездят на заработки, тоже сложно назвать, да, трудовым туризмом. Нет такого понятия, то есть это тоже не туристы. Но они летают через аэропорт Манас, да, то есть, да. Но это общее пересечение Фиксация границы, идет. да. Отсюда вот, наверное, и как раз таки-то цифры, там 4 миллиона, 6 миллионов и так далее. А кто из них турист, и как разобраться, кто из них турист? У нас, к сожалению, какой-то методики четкой, определенной в стране, в Кыргызстане нет. То есть мы не остановились и не выбрали. Есть разные способы этого подсчета, но мы не остановились еще пока и не выбрали никакую методику, поэтому у нас путаница будет и дальше. Хотел я у вас спросить, Михаил, вообще внутренний кыргызстанский туризм существует, когда вот сами наши граждане из этого региона поехали посмотреть там дальний регион, увидеть что-то, или с другой области в другую, вот такие вот, ну, кроме как игры кочевников, где есть какая-то вот административная обязаловка присутствовать всем райадминистрациям и выставиться там как какой-то объект культуры или всего прочего. А внутренний туризм все-таки у нас развивается? Он развивается сам по себе. Ну, в стране, в которой нет таксономии отраслей,
Вообще, самотеком. да, то есть сложно говорить, что есть у нас внутренний туризм или нет внутреннего туризма, да, то есть и нужно его идентифицировать как внутренний туризм, хотя бы в системе, вот в классификаторе, там, в бюджетном классификаторе, да, и так далее, то есть, ну, ввести понятие таксономии отраслей, да, то есть список отраслей, которые вот признаются всеми, да, грубо говоря. В туризме аналогично, да, чтобы там разобраться, что внутренний, что выездной, что въездной туризм. Вот тут тоже нужно какую-то утвержденную номенклатуру, что считать чем. Но, с другой стороны, с прямыми доходами, конечно, связано. Кто-то просто не да, можно хотят, через, но не могут. Можно через метод выпуск затраты, да, считать, что есть внутренний туризм. Вот, допустим, как это сделать? Очень легко. В Российской Федерации, например, да, есть норма 50 тысяч рублей на члена семьи компенсация при условии, что семья отдыхает внутри Российской Федерации. На каждого члена семьи 50 тысяч рублей. Классно. И все. То есть ты привозишь, если ты отдыхал на территории России, чек на свое предприятие, и государство разрешает этому предприятию компенсировать эту сумму за то, что человек отдыхал. И вот когда это проходит в отчете этого предприятия, что столько-то выдано компенсации, очень легко потом свести статистику. А сколько было внутренних туристов? Михаил, туризм насколько прибылен, он крайне затратен, людям выгодно этим сегодня заниматься, или люди, кто занимается туризмом, обязательно должны скрывать доходы, они вынуждены будут уходить в тень, это будет очень тяжелая туристическая деятельность, от которой они просто получат кучу проблем на голову, или вы все-таки скажете, что это более такая открытая, более свободная деятельность, где наши граждане могут открыто, свободно участвовать? Ну да, у нас политика государства в сфере предпринимательства, она как раз-таки позволяет абсолютно любому человеку заниматься тем или иным видом деятельности. У нас с этим нет проблем. У нас немножко проблемы другие, из-за чего большой риск обанкротиться в сфере туризма. Вот. Поэтому даже при том росте туристического потока извне, сегодня нужно очень взвешенно подходить к определению своего места, да, то есть чем вы будете заниматься в сфере туризма. Юг, допустим, у нас имеет очень хорошую перспективу. Я думаю, что вот в связи с тем, что авиасообщение у нас развивается потихоньку, да, аэропорты там планируются сделать и так далее. Да, то есть поток на юг у нас пойдет, на север у нас традиционно более развит в плане туристической инфраструктуры. Ну, а там общие моменты, конечно, есть, связанные опять-таки со слабенькой политикой государства в этой сфере. То есть одному бизнесмену вот так на свой страх и риск заниматься, ну, тогда и убытки тоже будете терпеть. Но государство неизвестно, поддержит вас и чем оно конкретно поддержит. В туризме очень был бы хороший принцип: вкладываемся вместе, получаем вместе. То есть и государство, и частный сектор должны работать сообща, совместно реализовывать какие-то проекты, может быть, в том числе и по развитию внутреннего туризма, по инфраструктуре туризма и так далее. Вот этого взаимодействия сейчас очень сильно не хватает. На свой страх и риск, пожалуйста, каждый может это делать. Но вы все-таки советуете заниматься, или все-таки это тяжелый вид? Я думаю, что если... Ну так, мы традиционно, кыргызы, да, люди гостеприимные. Для нас это не проблема работать с гостями. У нас есть культура гостеприимства, мы готовы работать в этой сфере. Главное наладить хорошую логистику действий. Да, очень важно обратить внимание на качество сервиса, который вы планируете предоставить, очень четко определить вашего потребителя, кому вы будете предоставлять эти услуги. Но пока это будет все зависеть только от индивидуальных качеств самого человека. Сможете, дерзайте, ставьте гостевые дома, палатки. Юрты ставьте, кымыс там, кобыл доите, приглашайте на кымыса лечение. То есть, да, там, ну, и традиционно вообще, вот мы рывок сделали, конечно, по культурному туризму, по этнотуризму, благодаря вот этому мероприятию, конечно, Игоря Кочевников. Это тоже сейчас очень интересно. Ну,
иностранным туристам так вообще это интересно. Они, единственное, что не всегда знают, где и что, какое событие происходит. Им интересно поучаствовать в наших обрядах, там, в том числе и свадебных, там, поучаствовать там, или поболеть на трибуне, когда наши джигиты Улак-Тартыш играет, или там байга идет, скачки, да, и так далее. То есть все это интересно. У нас потенциал огромный, то есть у нас уникальность есть своя, да, это наш быт, культура, традиции, да, исконные наши традиции. Это все интересно очень многим иностранным туристам. Мы пытались вообще понять, что такое туризм сегодня и как бы он хорошо состоялся у нас нынешним летним периодом. И мы постарались охватить и призвать вас, объяснить те моменты, которые могут для вас принести затруднения, а где-то облегчить вам работу. И если вы готовый, гостеприимный человек и видите свою нишу вот в этой сфере туристической, то мы с нашим гостем хотели вас немножко заострить внимание на тех или иных моментах, которые вам помогут в развитии вашего бизнеса. Спасибо большое, до свидания и поблагодарим нашего гостя. Спасибо вам. Спасибо большое, удачи.